На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Чем ближе к Мархаш, тем выше цены на товары. Но в этом году необоснованного и резкого скачка цен на торговых точках региона не должно быть. Для этого в месяц Рамадан и в преддверии Мархаш по поручению главы региона предлагается снять арендную плату с предпринимателей на розничных рынках и ярмарках. А для мониторинга ценовой политики в республике создана специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты Минэкономики и Минсельхоза. Репортаж Светланы Томовой. Не допустить необоснованного роста цен на продовольственные товары в регионе в период месяц Рамадан. Такая задача стоит перед созданной рабочей группой, в которую вошли специалисты муниципальных образований, Роспотребнадзора, Минсельхоза и Минэко. На совещании поднимает вопрос о необходимости ежедневного мониторинга и регулирования цен на рынках. Комиссия будет вести работу до наступления дня Рамадан. Комиссия будет работать с руководителями рынков, с поставщиками непосредственно, с поставщиками мяса, да, чтобы в основном мясо, потому что акцент был дан именно на этот продукт, чтобы цены не росли. Беспокойство жителей по поводу цен в преддверии Мархаш начинается задолго до праздников. Продавцы же, в свою очередь, в основном ссылаются на то, что оптовики-поставщики поднимают цены, и поэтому повышение стоимости товаров с их стороны – вынужденная мера. В торговле есть такой термин – спрос рождает предложение. Да? Они знают, что мы все-таки купим это все. У нас есть местные товаропроизводители, сельхозтоваропроизводители, но мы не можем в полной мере обеспечить своих потребителей. Поэтому бывает необходимость приобретать товары у соседних регионов. И когда идет приобретение товаров соседних регионов, происходит автоматическая накрутка на каждом звене, которое стоит между товаром и потребителем. Каждое звено занимает свою нишу ценовую, будем так говорить. Ежегодно в священный месяц Рамадан Минсельхозреспублики организует сельскохозяйственные ярмарки во всех городах и районах региона. Жители могут приобрести необходимые продукты питания по низким ценам у своих же сельхозпроизводителей. Но, как отмечает специалист Минсельхоза, без проблем не обходится. Руководители рынков не хотят предоставлять льготные места местным предпринимателям, потому чаще приходится обращаться к муниципальным властям с просьбой предоставить площадки для проведения ярмарки. У нас, например, основные рынки – это Сунжинский район, изобилие в Икажевском, селе Икажево тоже есть большой рынок. Оптовые рынки, которые есть с утра до самого вечера, практически эти ярмарки существуют, они работают. Мы в любом случае, вся продукция, которая производится в республике, она есть. Там нехватки или недостатков данной продукции нет. Это та же мясная продукция, овощная продукция. Наши сельхозтоваропроизводители выставляют свою продукцию, конечно, цены на порядок ниже, чем у остальных производителей. И у нас есть какая-то своя возможность отрегулировать цены наших сельхозтоваропроизводителей. По этому поводу мы проводим у себя совещание и работаем с нашими сельхозтоваропроизводителями. Напомню, глава региона дал поручение создать рабочую группу для мониторинга цен на рынках в Рамадан. Он также отметил, что цены на продовольственные товары не будут расти в этот месяц, если торговцев освободят от арендной платы на этот период. Светлана Томова, Джамалел Тамасханов. Новости 24. Рамадан – время не только поста и духовного очищения, но и совершения как можно больше богоугодных дел. В социальных сетях набирает популярность флешмоб «Месяц чистых дел», запущенный главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым, в рамках которой братья по вере примиряются, помогают друг другу, прощают обиды. Также исполняются и просьбы жителей региона. В адрес главы республики поступило обращение от жителя Сагапши с просьбой отремонтировать дорогу. Помощь не заставила себя долго ждать. Амина Бокова с подробностями.
Месяц чистых дел продолжается. Хэштег «Сагапши» – дорога. А ведь буквально несколько дней назад здесь была совсем другая картина. Куреш Даурбеков всю свою жизнь живет на улице Горданова. И сколько себя помнит, хорошей дороги здесь никогда не было. Камни и ямы, как отмечает Куреш, серьезно тормозили сельскую жизнь. Ведь Горданова – одна из центральных улиц Сагапши и связывает 3 соседние улицы. С этой проблемой Куреш обратился к Минусбеку Евкурову. Не прошло и 3 дней после обращения, а на улице Горданова появилась рабочая техника. Давно мечтали, чтобы здесь был асфальт. Вопрос стоял острый, потому что улица центральная. Половина дороги была проложена асфальт, половина отсутствовала. Маршрутный автобус не мог ездить здесь. Люди сходили на окраине села и потом приходили